Посольство России в Таджикистане призвало не верить фейкам о мобилизации мигрантов. Рахмон посетил город Турсунзаде. Задержан беглец из СИЗО номер 1 города Душанбе Ахмадбек Саидов. Жена Абдулло Гурбати обратилась с письмом о помощи к Эмомали Рахмону. Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. Посольство России в Таджикистане призвало не верить фейкам вокруг ситуации с частичной мобилизацией. В сообщении посольства указано, что в интернете распространяются материалы, что мобилизация якобы касается трудовых мигрантов из Центральной Азии. Появляющиеся так называемые новости о призыве на военную службу в Российскую Федерацию иностранных граждан, включая трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, фиктивное измышление, пишет диппредставительство. Там заявили, что эта информация ничего не имеет общего с действительностью и запускается с целью омрачить отношения Москвы с другими государствами. Призываем иностранных граждан в России, в том числе таджикистанцев, не поддаваться различным провокациям и ориентироваться только на официальную информацию, следует из сообщения. Ранее в России приняли законопроект, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с ВС Российской Федерации на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Эмомали Рахмон сегодня утром приехал в город Турсунзаде, открыл негосударственное образовательное учреждение «Школа имени Мирзо Турсунзода» и уже посетил фермерское хозяйство «Ислам», где дал старт сбору урожая риса. Фермерское хозяйство «Ислам» было основано в 2000 году семьей Бабахоновых и имеет в своем распоряжении 1,2 гектара земли. Об этом сообщает пресс-служба президента. Эмомали Рахмон провел беседу с аграриями и поблагодарил их за эффективное и рациональное использование земли, производство продуктов питания и поддержку аграрной политики правительства. Президент также открыл школу имени Мирзо Турсунзода, рассчитанную на 400 учащихся, которые будут обучать 25 опытных педагогов. Задержан Ахмадбек Саидов, сбежавший из следственного изолятора номер 1 города Душанбе месяц назад. Об этом сообщил источник в ГУЮН Министерства юстиции Республики Таджикистан. Сбежавший заключенный был пойман утром 1 октября и в настоящее время находится под стражей. Источник не сообщил, где и как был пойман беглец и кто помог в его поимке. Тем временем СМИ сообщают, что его задержали в городе Канибадам и помог в этом курсант МВД, который теперь получит объявленную награду в 50 тысяч сомони. В начале сентября МВД Таджикистана опубликовала на своем сайте фото Саидова и попросила содействия граждан в поимке беглеца, в обмен пообещала денежное вознаграждение в размере 50 тысяч сомони за информацию о его местонахождении. Житель Джамуата Зарга, района Кушиньон, Хатлонской области Ахмадбек Саидов, которого вместе с 12 другими гражданами Таджикистана выслали из России в начале августа, обвиняется в разбойном нападении и хищении 83 250 сомони в 2007 году в Донгаре. Мубарак Касым и жена журналиста Абдулло Гурбати, для которого гособвинитель потребовал наказания в виде 8 лет заключения, обратилась к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой посодействовать освобождению ее мужа. Супруга журналиста Мубарак Касым в своем письме к Эмомали Рахмону, которое было опубликовано на ее странице в соцсети Facebook 30 сентября, пишет, что ее муж никогда не был членом запрещенной партии Исламского Возрождения и не причастен к оскорблению и избиению сотрудника правоохранительных органов. Основная претензия сводится к его некоторым постам в Facebook, которые он написал на эмоциях и не имеет никакого отношения к поддержке оппозиционных групп. Каждый человек совершает ошибки, но их можно простить. Конечно, измена родине не прощается, но Абдулло никогда не предавал государство и нацию, написала Мубарак Касым. Абдулло Гурбати был задержан в июне этого года вместе со своим коллегом Далером Эмомали. До задержания они готовили и публиковали видеорепортажи на Ютубе об острых социальных проблемах. Журналистские организации подчеркивают, что именно это и стало причиной их ареста. Ожидается, что приговор в отношении Абдулло Гурбати будет вынесен в ближайшие дни. Мубарак Касым попросила Рахмона вмешаться в дело ее мужа и посодействовать его освобождению.
Польша заявила о завершении строительства стены на границе с Беларусью. Длина ограждения составляет 186 километров. Об этом объявили в погранслужбе Польши, пишет «Медуза». Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Польская граница сегодня самая защищенная в Европе, написали они в Твиттер, опубликовав снимки стены. Ограждение на границе с Беларусью Польша начала строить в результате искусственного миграционного кризиса. 5 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работа подходит к концу, информирует пресс-служба. Длина ограждения составляет 186,25 километров на территории Люблинского и Подляского воеводства, а его высота 5,5 метра. Стена полностью укреплена колючей проволокой. Для возведения стены использовалось 49 тысяч тонн стали. Также на заборе планировалось оборудовать 2500 камер наблюдения. Строить стену на границе Польша начала в 2021 году из-за резко возросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь. Строительство стены на границе обошлось Польше примерно в 1,6 миллиардов злотов, это около 330 миллионов евро. Литва также строит аналогичную стену на границе с Беларусью. 500-километровое ограждение планируется возвести к сентябрю 2022 года.